Меня зовут Валера, я активист. Мы каждый день выходим на пикеты, а после голосования по поправкам. Мы не согласны с результатами голосования, вот поэтому выходим. Известно о фальсификациях. Голосование длилось несколько дней, ну то есть неделю. И что там было с бюллетенями все эти 7 дней, остается только догадываться. Ну, у нас несколько активистов всего. Сколько нас? Где-то около 5, то есть периодически как-то выходят. Постоянно там 1-2 точно выходят активисты. Сейчас это единственный законный какой-то способ. Какие-то митинги не будут разрешать. А если проводить несогласованные акции, сразу всех будут забирать в автозаки. А так в центре города, на Театральной площади, слава богу, полиция не вмешивается. Можно стоять, здесь очень много людей ходят. На самом деле очень много людей, которые соглашаются с тем, что написано на плакатах, не согласны с действующей политикой. Сначала было про Конституцию, теперь пишем вообще обо всем, что волнует. И просто в целом против какой-то несправедливости, беззакония выходили, против конкретных дел, например, дело Юлии Цветковой, дело историка Дмитриева. В целом против преследований. Бывает, что подходят люди и кажется, что они недовольны, ну, по их взгляду. Но когда с ними разговариваешь, понимаешь, что они с тобой согласны. Были не совсем адекватные люди, но это там 2-3 человека за все вот это вот время. То есть, получается, ну, за вот этот месяц. Мне не нравится сейчас, что происходит, тем более учитывая, что губернаторы присылаются из Москвы, что особо мы кого-то не выбираем. Сейчас не допустили Олега Михайлова до выборов. Это кандидат от КПРФ. Вот. Он собрал подписи муниципальных депутатов, но их забраковали. Ну, я думаю, что протестные настроения есть, но они особо как-то не высказываются. То есть люди держат это в себе, вот, но в целом я считаю, что они протестно настроены. Ну, не хотим оставаться в стороне, хотим показать, что мы недовольны, что недовольные есть, и что, ну, чтобы люди сами понимали, что они не одни. Меня зовут Юлия Посевкина, и я руковожу общественной организацией «Особое детство», у которой есть 2 реабилитационных центра. Это центр подготовки к самостоятельной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Называется он «Теплый дом». Некоторые дети, выросшие, могут жить самостоятельно, их очень мало, а некоторые, и их большинство, могут жить в сопровождении таких социальных работников, которые помогают им в быту, но не находятся с ними постоянно. В 2011 году меня наконец-то уговорили родители на то, чтобы мы создали хоть небольшой, но реабилитационный центр, чтобы он стал некой альтернативой тому государственному механизму, который существует. Ну и на тот момент было очень мало куда отвезти своих детей, и поэтому мы взяли и открыли «Синюю птицу». Под словом «мы» я имею в виду себя. Тогда я была еще одна, вокруг меня было не так много людей, которые готовы были бы включиться в работу. Было достаточно сложно, но все было возможно. Мы постепенно росли, переезжали из помещения в помещение, и сегодня мы уже находимся 5 лет в большом просторном помещении, которое расположено на улице Морозова. Это такой полурентабельный реабилитационный центр, где мы частично окупаемся, частично существуем на помощь спонсоров. А вот этот центр «Теплый дом» был создан в 2019 году. Этот центр, мне кажется, еще гораздо более успешен, чем наш первый центр «Синяя птица». Во-первых, потому что он пока один, и еще никто не решился создать что-то подобное. А во-вторых, потому что мы как будто бы попали в яблочко. Ребята просто расцветают, становятся взрослыми, обычными людьми. В общем, результаты меня просто потрясают, я даже не ожидала. Поэтому мы достигли большего, чем я ожидала. И история его создания, она немного более интересна, потому что она касается объединения родителей. Какой это был у нас год, в 2018 или 2017 году мы поехали с родителями в лагерь Гренада с детьми. С детьми занимались аниматоры, а я проводила тренинг по отстаиванию прав. И вот на этом тренинге родители поделились на 4 группы, и одна из групп оказалась
группа родителей, которые очень хотят открыть какой-то центр, который бы готовил детей к сопровождаемому проживанию. Сопровождаемое проживание – это такое новое достаточно для России, такая новая форма работы с особыми людьми. Смысл его заключается в том, что человек с особенностями развития может все-таки быть самостоятельным в своей жизни или относительно самостоятельным при условии, если создать соответствующие условия. То есть мы обучаем этого человека, когда он еще юн, самостоятельно жить, например, убираться, вести домашнее хозяйство, готовить, считать семейный бюджет, например, платить за коммунальные услуги. И впоследствии, когда он вырастает, когда у него появляется вот такая потребность съехать от родителей, он может это сделать. Первый этап к сопровождаемому проживанию называется тренировочная квартира. И там родители заговорили о том, что давайте сначала в Республике Коми, в Сыктывкаре, создадим такую тренировочную квартиру, в которой дети наши или там подростки уже, или молодые люди будут учиться самостоятельно жить. И в итоге вот эта вот группа оказалась самой стойкой, родительская группа. Мы собирались снова и снова, там каждые, например, 2 недели, обсуждали, что нам нужно еще сделать, давали друг другу задания. И они нашли нам вот это помещение. Предложили несколько, но мы выбрали вот это помещение, оно было в совершенно убитом состоянии. Мы здесь делали перепланировку. И тогда снова выступили вперед родители, которые собирали деньги на то, чтобы это помещение отремонтировать. И последний этап ремонта, косметический ремонт, это покраска, обои и прочее, родители делали самостоятельно. Но мы намеренно все больше и больше вовлекали родителей, чтобы они стали не потребителями наших услуг, а нашими союзниками, соратниками, партнерами. Как удалось убедить? Во-первых, инициатива шла от родителей, она шла не от меня. Именно они захотели, чтобы у нас в городе появился центр подготовки к самостоятельной жизни. Именно у них дети были уже либо выросли, либо были на подходе подросткового возраста, и они не знали, что с ними делать. Поэтому мотивация была очень серьезная. Конечно, с нашей стороны было очень серьезное подспорье для них. То есть мы прям все время были рядом и помогали им, чтобы они сделали этот шаг, объясняли им, как сделать этот шаг. Так вот, следующий этап, сам идеальный, это строительство какой-то деревни, которая бы могла бы вместить наших ребят, которые бы могли бы там жить в сопровождении специальных педагогов. То есть такие деревни у нас в России уже существуют, и они очень хорошо себя зарекомендовали. Я просто в 2008 году приняла решение заниматься защитой прав. Самая близкая мне деятельность – это отстаивать интересы и права людей. Мне хотелось кого-то взять, самую обиженную группу людей и как раз им помогать, потому что у меня какая-то была очень неудовлетворенность тем, что я делаю. Мне казалось, что я не приношу достаточно пользы людям, хотя могу, наверное. Как оказалось, могу. Меня зовут Станислав Штралер, являюсь общественным гражданским активистом. Не раз затрагивал сложные вопросы для нашего города, и надеюсь, мы решим почти все эти вопросы. Моя основная инициатива – это благоустройство пятачка в микрорайоне Орбит для создания сквера, той территории, которая нужна очень именно жителям этого района и вообще для всего города. Это происходило спонтанно, так как я живу в этом районе. Я вижу эту территорию каждый день, потому что сам являюсь жителем соседнего дома. Этим фото мы, кстати, показывали информацию о том, что зимой данная площадка автопарковочная, маленькая, вот эта самая первая, она не используется никем. То есть никто ее не обслуживал, не ухаживал, машины это стояли всю зиму, а другие не могли даже заехать. И с жителями мы не раз обсуждали дальнейшую судьбу этой территории и узнали о том, что территория в дальнейшем будет использоваться под застройку многоэтажного дома, чего нам очень не понравилось, потому что жители хотят именно благоустроенной общественной зоны, где могут отдыхать.
Нам помогли лица из Москвы. Молодой архитектор, бывший сыктывкарец, сделал такое предпроектное решение, как мы ему объяснили, чтобы на этой площадке была территория и парковочных мест, сразу скажу, и зоны отдыха для детей, для пожилых людей, для выгула собак, чтобы все было удобно для всех поколений. Видите, большое количество людей нас именно поддержало. Поддержало не только со словами, так сказать, но и действием, потому что мы обращались и в администрацию, проводили общественные слушания. Нам довелось создать вот именно это движение, и не только в соцсетях, но и, еще раз повторюсь, на встречах, на митингах и в администрации, на встречах с представителями администрации, главой города, где администрация понимала о том, что жителям нужна эта территория, и они вроде бы пошли на встречу, но дело не доведено до конца по причине того, что депутаты нашего города не дали нам этого довести. Глобальные цели, естественно, это благоустройство всего города. То есть, чтобы у нас не было территорий, которые имеются в нашем городе, пустые, чтобы их не заняли строительные компании своими застройками. То есть в каждом районе не хватает свободных общественных зон. Но за этот участок мы конкретно начали бороться именно со встреч с жителями нашего района. Сначала я собрал мнение, так сказать, жителей моего дома. Собралась инициативная группа. Потом нас поддержали жители других домов. Поэтому именно этими силами, с этими жителями нашего района мы стали уже обращаться в разные структуры, обращаться к лицам, общественникам нашего города и нашей республики. Нас даже стали поддерживать люди других городов нашей республики. Поэтому действия у нас стали выходить и в небольшие собрания, потому что митинги, как говорится, мы не имели права здесь проводить, но собрания мы проводили и говорили людям о том, что данная территория нужна для отдыха, данная территория нужна для города. На данный момент мы надеемся на ранее сказанные слова от администрации города, которая обещала, что эту зону обменяет на равноценную для собственника, нынешнего собственника этой территории, и поможет нам благоустроить эту зону как зона сквера, зона парка. Мы надеемся на это. Меня зовут Нина Ананина, я руководитель общественной организации «Экологи Коми», член комитета спасения Печоры, экологический активист и житель города Сыктывкара. Вообще вопрос, который был поднят, возник в 2016 году. На тот момент временно исполняющий обязанности губернатора Гапликов стал главой Республики Коми. И первым же своим указом, который он издал после назначения главы, было объединение Министерства промышленности Республики Коми с Министерством природных ресурсов Республики Коми. Это то же самое, что объединить канализацию и водопровод. Нельзя объединять два ведомства, которые занимаются диаметрально противоположными делами. Вся экологическая общественность была в ужасе от этого решения. Комитет спасения Печоры, Экологи Коми, фонд «Серебряная тайга», Изватас объединились, и мы решили, что жизненно необходимо что-то делать. Первым же делом мы написали письмо. Письмо в Государственный совет Республики Коми, письмо, собственно говоря, самому Гапликову, ну и вообще во все возможные инстанции, которые только были. Понятно было, что, во-первых, это процесс долгий, потому что минимум 30 дней должны были нам готовить ответ. И было принято решение, что необходимы акции протеста. Я на тот момент времени мама 10-месячного ребенка, вышла на вот эту вот площадь, на Стефановскую, с одиночным пикетом, где было написано «Верните Минприроды Республики Коми». Меня отсюда загребли буквально через 10 минут и увезли в полицию, потому что на Стефановской площади на тот момент времени у нас были запрещены любые акции протеста, в том числе одиночные пикеты. Мне дали штраф 10 тысяч, но это на самом деле не суть важно. С этого момента начались акции протеста по всей республике. Районы Ижемский, Карткиросский, Усинский начали проводить либо тоже одиночные пикеты в поддержку Министерства природных ресурсов, и мы начали планировать большие акции, митинги по республике. Обычные люди вообще на самом деле не понимают, какой смысл в разделении ведомств. И поэтому наши митинги были очень малочисленны.
Ну, если там брать в Сыктывкаре, это был декабрь, стоял жуткий холод, было минус 30, пришло человек 300, из них половина были полицейские с собаками. То есть вопрос людей не задел. Но ситуация с места не двигалась. Кроме того, у нашего главы тогдашнего была любимая присказка: слоны назад не ходят. Как решил, так и будет. И мы приняли решение, что нам необходим региональный референдум. Раз вопрос не решается, потому что Государственный совет отпинался, глава отпинался, ведомство, и мы президенту писали, все сказали, что все в рамках закона, ничего там такого страшного нет. Почему региональный референдум? Потому что Комитет спасения Печоры в 90-е годы точно так же инициировал процедуру регионального референдума, на который выносилось огромное количество экологических вопросов. Создание национального парка Юга-2, запрет использования взрывов на новой земле и еще ряд экологических вопросов. Несмотря на то, что они не вышли до уровня правительства, то есть референдум не был проведен, тем не менее отклик жителей на эти вопросы привел к тому, что, собственно говоря, нацпарк у нас создан, взрывы запрещены и еще ряд вопросов тоже решен. И мы решили пойти по такому же пути. Была создана инициативная группа для проведения референдума по законам, по нашему региональному закону. Тогда количество должно было быть не менее 20 человек. Все очень четко заверялось, подписывалось, то есть там такая процедура была большая. Документы отдали в избирком. У нас одна подпись оказалась некорректна. Там была допущена техническая ошибка. Мы снова собрали инициативную группу, людей было уже больше, там было порядка 23 человек, для того, чтобы в случае чего у нас был буфер. И вот тут начался цирк, самый настоящий. Последний день, в который они должны были рассмотреть эти вопросы, то есть регистрацию инициативной группы по проведению референдума, на которой мы рассматривали 3 вопроса. Это возвращение Министерства природных ресурсов в органы исполнительной власти Республики Коми. Это запрет добычи золота в Национальном парке Юга-2 и инициировать запрет использования изношенных трубопроводов старше 10 лет. Трубопроводы использовать старше 10 лет вообще не рекомендуется, потому что они страшно текут, и весь север нашей республики страдает от нефтеразливов. Национальный парк Юга-2, там планируется добыча золота, и это вообще недопустимо, потому что это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, это наша чистая вода и наши чистые реки. 2 марта, последний день, когда инициативная группа должна была быть зарегистрирована. Мы приходим в избирком, и председатель избиркома нам говорит: а знаете, мы вот не можем дозвониться до людей, у нас нет кворума, давайте мы перенесем заседание на пару дней. Это нарушение закона изначально было. Мы перенесли заседание на пару дней. Следующее заседание состоялось 7 марта. И вот промежуток со 2 до 7 марта на всех участников инициативной группы оказывалось давление. Вплоть до того, что отдельным людям на дом приезжали с управления образования и грозились, что если они не отзовут свою подпись, их просто-напросто уволят. А люди были предпенсионного возраста, и взвешивая 2 момента, они отказались от подписи. И вот уже 7 числа, когда мы пришли, собственно говоря, на заседание избиркома, оказалось, что кворум есть, но у нас не хватает снова подпись. Это, безусловно, нас раззадорило. Во-первых, мы пошли в Следственный комитет и написали о всех нарушениях в Следственный комитет Республики Коми, чтобы они разбирались с этим вопросом. Во-вторых, мы собрали новую инициативную группу. Там было уже больше 30 человек. Тут им ничего не оставалось, как нас зарегистрировать. Нас зарегистрировали, началась экспертиза. Экспертиза лингвистическая нас бортанула, сказала, что тут формулировки неверные, и вообще мы вас, все было неправильно, уходите. Что мы сделали? Мы снова собрали инициативную группу, все их комментарии были учтены, но в этот момент, я так понимаю, главе стало понятно, что мы от своего вопроса не отступимся. Он собрал фиктивное собрание общественности, и они под камеры пришли как представители общественности и грустно попросили главу: уважаемый глава, верните нашему региону Минприроды. И глава такой: верну. Собственно говоря, мы чего хотели, того и добились. Минприроды мы вернули, но вопросы нефтепроводов и добычи золота в нацпарке до сих пор остались на повестке дня. Глава Республики Коми Гапликов, когда обвинил Министерство природных ресурсов и Министерство промышленности, сам не зная, сделал очень важную вещь. Он объединил общественные организации нашего региона.
Комитет спасения Печоры, экологи Коми, фонд «Серебряная тайга», национальные движения на сегодняшний момент работают в тесной связке. Мы как работали, так и продолжаем работать. И все вопросы экологические, которые у нас сейчас возникают, мы как решали, так и будем решать вместе. Привет! Меня зовут Павел Андреев, и уже 10 лет, а на самом деле даже чуть больше, я вхожу в команду интернет-журнала 7 на 7. Мы были созданы в городе Сыктывкар, в городе, в котором, как мне кажется, наибольший процент гражданских активистов на душу населения. Где-то 10 лет назад все было примерно так же. Вокруг нас была куча людей, которые мечтают о том, чтобы изменить город, страну, решают маленькие проблемы, либо делать независимые кампании, как общественные, так и политические, чтобы куда-то избраться, либо чтобы повлиять на решение в лучшую для общества сторону. Больше 10 лет назад в Сыктывкаре сложилась такая ситуация, что для всех этих людей не было независимой прессы. Закрылись последние действительно независимые издания, и до реинкарнации Красного Знамени, оно через некоторое время потом воссоздалось в классном и боевом таком режиме, было еще некоторое время. И многие журналисты сидели без работы, а у многих активистов не было возможности публиковаться для горожан. И была идея создать новое средство массовой информации в интересах самой активной части общества. Мы поначалу хотели делать печатную газету, в общем, круто же делать печатные газеты, особенно такого общественно-делового настроя. Но это был 10-й год, уже была абсолютнейшая такая волна популярности, пик популярности живого журнала, и считалось, что блоги и блогеры — это новая среда, которая даст абсолютно новую и эффективную волну гражданских активистов, которые придут и полностью изменят страну. И поэтому в процессе дискуссии о том, каким должен быть новый ресурс про жизнь общества, мы пришли к тому, что он точно должен быть онлайн, и большой фокус в нем должен быть на блоге. Так был создан сайт 7 на 7, и изначально казалось, что вот этот квадрат из 49 человек будут комментировать те новости, которые будут писать профессиональные журналисты про Сыктывкар. И первые, мне кажется, 1,5 года мы были и работали исключительно как локальное городское издание. Через некоторое время мы поняли, что у нас на уровне Сыктывкара все получается успешно, и нам не стыдно поехать в другие города на конференции и начать рассказывать и презентовать свой опыт. Так мы оказались в Твери, где, выступив, мы получили замечательное предложение из Рязани сделать что-то похожее в их городе, потому что там тоже не было свободного независимого издания. С тех пор 7 на 7 начал существовать как такой межрегиональный портал. Мы поняли, что не нужно ограничиваться никак в количестве блогеров, поэтому открыли площадку для регистрации, и сейчас у нас уже не 49 человек, а 1882 зарегистрированных блогера. Но может к моменту, когда вы смотрите это видео, их уже станет еще больше. Например, лично вы можете сами зарегистрироваться на нашем сайте, потому что точно, явно, если вы участвуете в баркэмпе, то вы отвечаете требованиям быть интересным и обладать своей точкой зрения. И еще, наверное, одна вещь, не бояться. Но, в принципе, мне кажется, пугливых людей среди участников баркэмпа тоже должно быть не очень много. Мы вышли за пределы Сыктывкара как в количестве блогеров, так и в количестве регионов, которые стали входить в сферу интересов 7 на 7. Превратились в межрегиональное издание, и сейчас мы так и живем. За эти 10 лет мы преодолели большой путь. Это уже сейчас 35 регионов. Это несколько десятков журналистов, которые пишут про самые либо непопулярные темы, либо про те темы, которые многие другие издания избегают, по цензурным, либо по каким-то коммерческим соображениям, потому что это считается, что скучно или неинтересно писать про маленькие города. А мы это делаем, и иногда у нас получается успешно. За это время мы научились делать крутые расследования, реально влиять на ситуацию, делать популярные материалы на основе непопулярных тем. Мы гордимся тем, что все эти годы мы были и остаемся инструментом для самых активных людей в нашем обществе, чтобы они меняли жизнь вокруг себя, чтобы они делали проекты, чтобы они находили таких же увлеченных и таких же неравнодушных людей в разных городах. Поэтому мы помогаем куче разных офлайн мероприятий, типа, когда это можно было делать,
вот типа баркэмпов, типа разных конференций, тренингов. Мы любим делать нетворкинг, и вообще мы работаем для того, чтобы объединять людей, которые хотят изменений и которые хотят делать интересные вещи. Делая независимую журналистику или занимаясь независимой общественной деятельностью, часто вы попадаете под угрозы разных преследований. И мы тоже попали под такой прессинг. В принципе, регулярно, конечно, под него подпадаем, но самый пик случился пару лет назад, когда за одно из наших интервью, которые были опубликованы у нас в блогах, мы получили адский штраф 800 тысяч рублей, абсолютно несправедливый, за якобы пропаганду наркотиков, чем мы никогда не занимаемся. И это было 800 тысяч рублей штрафа. Мы не знали, откуда взять эти деньги. И единственный наш шанс был — это наши читатели и наши друзья. И мы тогда в первый раз в своей карьере запустили краудфандинг и попросили наших неравнодушных читателей скинуться нам деньгами. Последний их штраф 800 тысяч рублей лишает зарплат наших журналистов. Но мы хотим продолжать работать и не хотим уезжать из Сыктывкара и других наших прекрасных городов. И удивительно было, какую большую поддержку мы получили, и почти всего лишь за 2 дня мы собрали эту огромную сумму, заплатили затем штраф, после чего мы подали в Европейский суд по правам человека, оспаривая то незаконное преследование, и очень надеемся, что скоро мы эти деньги вернем, и опять же спросим у наших читателей, что нам с ними дальше делать. Вернуть ли им, либо направить на какую-нибудь классную и новую работу.